Тюргешский каганат 704-766 года. Различные потрясения не могли повернуть или остановить исторического развития народов Тинирто и Семиречья. В начале VIII века на развалинах западно-тюркского каганата возникло тюргешское государство. Тюргеши входили в конфедерацию Дулу племенного объединения «Народ 10 стрел» и населяли долины между реками Или и Чу. Тюргеши делились на два рода – желтые тюргеши и черные тюргеши, предводители которых постоянно враждовали друг с другом. Основоположником правящей династии стал Уч-Элит-Каган 704-706 года. Глава желтых тюргешей, ставка Кагана расположилась в захваченном им городе Суяб. Под властью тюргешей оказалась территория от среднего течения реки Сырдарьи до верховья Иртыша. Каган разделил свои земли на 20 округов, каждый из которых в случае надобности должен был представлять верховному правителю войско в 7 тысяч человек. Власть тюргешей распространялась и на Восточный Туркестан. После смерти Уч-Элига на престол был возведен его наследник, сын Сакхал-Каган 706-711 года. Положение государства в этот период было очень сложным. На юге большую угрозу представляли вооруженные силы империи Тан, на востоке тюрки, сумевшие восстановить свой каганат, с юго-запада арабские захватчики. К этому времени тюргеши добились полной независимости. Их правителем являлся каган из черных тюргешей Чабышчор-Сулук 716-738 года. Новый каган оказался искусным дипломатом. В 717 году он совершил поездку в Китай, где ему был оказан хороший прием. Затем Сулук заключил очень удачные брачные союзы с царскими домами, представляющими потенциальную угрозу для него. Женился на дочери потомка западной ветви династии Ашина, второй его женой стала дочь Бельге Кагана, третьей – дочь царя Тибета. Одну из своих дочерей Сулук выдал за сына Бельге. Дипломатические успехи на Востоке позволили тюргешам активизировать военные действия в западном направлении. Арабские наместники багдадского халифа в Хорасане, пользуясь поражением тюргешей от тюрок, сумели достичь некоторого успеха. Покорили Согд, Хорезм и часть Тохаристана. Каган Чабышчор-Сулук, начиная с 720 года, предпринял несколько походов против арабов. В ходе борьбы была создана антиарабская коалиция, в которую вошла Фергана, Чач, Ташкентский оазис и тюргешский каганат. Успехи союзников подкреплялся частыми восстаниями населения Согды против арабов. Потерпев ряд поражений, арабы в 728 году были вынуждены покинуть Согд. Однако они не смирились с неудачами и объявили Газават – священную войну против неверных. В 729 году войска арабов, форсировав Амударью, вторглись в Бухару. На захваченных землях арабы силой насаждали свое религиозное учение – ислам. Чабышчор-Сулук выступил за принятие исламской религии, однако тюргеши отвергли это предложение. Посчитав, что раздробленные и истощенные отряды арабов не представляют опасности, Каган с небольшим войском зимой 737 года бросился за ними в погоню. Однако перед лицом серьезной угрозы арабы сумели проявить себя, быстро сгруппировавшись, они нанесли тюргешам неотразимый удар. Едва не попав в плен, Каган с остатками войска, понеся большие потери в живой и материальной силе, вернулся в Чуйскую долину. Всю вину за поражение влиятельные тюргешские сановники возложили на Кагана. Это стоило Сулуку жизни. От сильных переживаний Кагана разбил паралич, и в 738 году он умер. Смерть Кагана положила начало длительной борьбе между желтыми и черными тюргешами за престол. Междоусобица сильно ослабила государство. Этим не преминули воспользоваться соперники. В середине VIII века власть в каганате захватили карлуки. Карлукское государство. На смену тюргешскому каганату пришло Карлукское государство. Само название Карлук-Бодун, народ карлуков, или Уч-Карлук, три племени карлуков, распространилось на сильный союз кочевых племен, границы владений которых простирались от монгольского Алтая до побережья озера Балхаш, а также к северу и югу от Тарбагатайского хребта. Карлукское объединение состояло из трех больших тюркских племен – Булак, Чигил или Сибек и Ташлык. Согласно источникам, с самого начала Карлукский союз характеризовался территориальной и политической разобщенностью. Так, одна часть карлуков во второй половине VI века или начало VII века владела некоторыми регионами Тахарстана. Их правитель имел титул Джабгу и состоял в подчинении сначала западно-тюркских, а затем тюргешских каганов. Карлуки Тахарстана сыграли значительную роль в борьбе с арабскими захватчиками. Другая часть карлуков расселилась далеко на востоке, в монгольских степях.
Карлуки Тарбагатая имели сильное войско. Занимая территорию между восточным и западным тюркским каганатами, они как бы уравновешивали их силы, попадая в зависимость то к одному, то к другому из них. Это был непокорный и беспокойный народ. Из источников известно, что только в первой четверти VIII века карлуки трижды восставали против восточно-тюркского каганата. Карлуки принимали активное участие и в крупных политических событиях, приведших к падению Второго тюркского и тюргешского каганатов. В 744 году объединенные силы басмылов, уйгуров и карлуков разгромили Второй тюркский каганат. После этого образовалось новое степное государство – уйгурский каганат 744-840 года во главе с Илитмиш Билге Каганом. Название уйгур в переводе с древнетюркского означает «организованный, спаянный». Данная этническая общность включала в себя 19 родовых племенных объединений. После победы над восточными тюрками уйгуры, входившие в сильный союз тогу-загузских племен, распространили свою власть на территорию от Алтая до Маньчжурии. Предводитель карлуков, получивший титул Джабгу, оказался в подчинении прежних союзников. Это вызывало недовольство карлуков, стремившихся к самостоятельности, и обуславливало возникновение новых конфликтов. В 746 году карлуки, притесняемые уйгурами, были вынуждены перекочевать в Семиречье. Политическая обстановка здесь была очень сложной. Из-за непрекращающихся распри между родовой знатью внутри тюргешского каганата власть фактически была парализована. Этим не замедлили воспользоваться наместники китайской династии Тан в Восточном Туркестане. В 748 году китайская армия вторглась в Чуйскую долину, захватила город Суяб и подвергла его разрушению. В следующем году был захвачен и повешен Аким Чача, Ташкент. Активную помощь китайцам оказывали карлуки. Имевшие свой интерес в регионе, арабы не могли допустить такого бесцеремонного вмешательства в дела государств Средней Азии и укрепления здесь позиций враждебной империи. Арабы под командованием Зияд ибн Салиха выступили против китайцев. Получивший известие об этом китайский полководец Гао Сяньджи направился навстречу арабам из Суяба со 100-тысячной армией. Два войска сошлись в июне 751 года в Талайской долине у города Атлах, развалины севернее села Покровка в Манасском районе. 4 дня армии не решались перейти разделявшую их речку и начать действия. На 5-й день конница карлуков неожиданно нанесла удар по тылам китайцев. Арабы бросились в лобовую атаку. Зажатое с двух сторон китайское войско не выдержало и в смятении бросилось в одно из узких ущелий реки Талас. По сведениям средневекового историка Ибн Ал-Асира, в битве при Атлахе китайцы понесли огромные потери. 50 тысяч человек было убито и около 20 тысяч было взято в плен. Значение данной победы для тюркских народов было огромным. Китайцы были отброшены от границ Средней Азии. После этого поражения на протяжении примерно 1000 лет войска императорского Китая не приближались к границам Средней Азии. Поражение китайцев обусловило создание в регионе условий для беспрепятственного развития мусульманской культуры. Карлуки, сыграв важную роль в разгроме китайских захватчиков, укрепили свое положение в Семиречье.